За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами, встанет и песню затянет. День Победы – праздник, который ежегодно напоминает о подвиге, совершенном нашими доблестными предками, песни которые помогали выдержать тягости фронтовой жизни, поднять боевой дух и найти в себе силы двигаться дальше. Их помнят, любят и до сих пор слушают. Каждая строчка – памятник отваге и героизму советских солдат. Танкист, ополченец, стали в строй боевой как один. И великой Москвы уроженец, и аула безвестного сын. Истории, воспеваемые в песнях, не могут не затронуть сердца, потому как война коснулась каждой семьи, наших с вами родных и близких. День Победы – большой праздник, торжество для каждого. В этот день в семье Натальи Павленко вспоминают про дедушку, который воевал в Великой Отечественной. 9 мая – праздник, который отмечается, наверное, в каждой семье в нашей стране, в нашей республике, потому что это коснулось каждого из нас. Если человек не был ветераном, не был воином, который воевал на передовой, то он обязательно был в тылу. Также и женщины, сколько много женщин помогали своим родным, близким. Поздравляю всех жителей России, жителей Республики Ингушетия с этим великим праздником. Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой. Со сцены звучат как песни военных лет, так и современные авторские композиции. Журавли, журавли, вы зачем прилетели? Улетайте скорей, я вас вдаль провожу. Или правду узнать вы о нас захотели? Праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной, подготовили творческие коллективы и солисты из Сунжинского района. По всем сельским учреждениям культуры, также и в других учреждениях проходят акции, такие как акция Победы, Окна Победы, также посещение вдов ветеранов. К сожалению, у нас ветеранов в Сунжинском районе не осталось, поэтому мы посещаем вдов ветеранов и, конечно же, семьи участников СВО. Этот день приближали как могли. К нему шли сквозь грохот снарядов и свист пуль, чтобы 9 мая 1945 года водрузить над Рейхстагом красное знамя Победы. Долг каждого чтить память о славном подвиге предков. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.